В день празднования собора архистратига Божьего Михаила и небесных сил бесплотных епископ Владикавказский Аланский Герасим в сослужении духовенства епархии возглавил божественную литургию в храме Рождества Пресвятой Богородицы. В этот праздничный день старейшая церковь Владикавказа Осетинская вместила верующих со всей епархии. Православная церковь заповедует чтить ангелов Господних так же, как святых, и обращаться к ним в молитвах. Верховным начальником над всеми бесплотными воинствами является архистратиг Михаил, победитель сатаны, защитника темных сил и духовный покровитель России. По завершении божественной литургии епископ Герасим поздравил всех с праздником и напомнил, что согласно церковному преданию, ангел есть у каждого из нас, как есть он у каждого города и даже народа. Господь в сегодняшнем Евангелии говорит, что видел сатану как молнию, падшего с неба. Когда произошло это событие? В те времена, когда еще не было истории, не было летоисчисления, не было свидетелей этому, но церковное предание и сам Господь неложными своими устами подтверждает истинность этого предания, что действительно первоверховный ангел, который был создан самым совершенным, самым прекрасным, самым могущественным, возомнил о себе, что он сам равен или даже выше Бога, и пожелал воссесть на престоле Божием. И вот вместе с ним, как говорит предание, отпала и треть ангельских сил. Но архистратиг Божий Михаил восстал против этого, собрал вокруг себя оставшиеся ангельские силы и поразил сатану. И сатана пал вниз на землю и с тех пор находится здесь, в воздушном пространстве, искушая нас разного рода искушениями, грехами, находясь здесь на земле. И таким образом земля стала местом противоборства между этими падшими бесплотными духами и человеком, которого Господь сотворил на земле. Мы с вами, наверное, все учились в школе и хорошо слышали, хорошо помним слова одного известного писателя, который говорит о том, что человек это звучит гордо. Вот. Но в наше время люди церковные перефразировали эту фразу и сказали: нет, человек это звучит горько. Потому что человек, созданный совсем мало отличающимся от ангельских сил, даже превосходящим ангельские силы, действительно величественным, призванным наследовать эту землю. Потому что ангельские силы – это все-таки духи служебные, а человек – это образ и подобие Божие, образ Творца, наделенный творческими силами, наделенный всеми дарами благодати, к сожалению, пал во время искушения от сатаны и утратил это богоподобие, наследовал эту землю, наполненную терниями и волчицами. Человек, к сожалению, утратил то, что было ему дано. И еще более горько то, что человек не старается вернуть эти дары, хотя Господь наш Иисус Христос пришел на эту землю для того, чтобы восстановить человека. Господа Иисуса Христа называют новым Адамом, человеком, который пришел вновь обновить человечество. Наши христианские имена уже вписаны в книгу жизни, и остаться или вычеркнуть себя из этой книги зависит теперь только от нас. Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы протоиерей Константин Джоев, в свою очередь, поздравил и поблагодарил правящего архиерея от лица духовенства и прихожан. Да, владыка, это древняя церковь, это старая церковь. Это самая старая церковь сегодня из всех действующих храмов Осетии. И, владыка, сегодня хочу сказать, что народ и человечество, и все мы нуждаемся в молитве. Благодарим, что сегодня пришли к нам, возглавили божественную литургию и вознесли свои святительские молитвы перед Богом, ибо Бог своих архиереев, своих апостолов всегда слушает. По окончании божественной литургии владыка Герасим возглавил литию на могиле осетинского поэта, художника, публициста и общественного деятеля Костахи Тагурова, отметив в коротком слове, что Коста всей своей непростой жизнью доказывал верность Христу и его заповедям. Великого сына осетинского народа Костахи Тагурова. Прожил он ведь недолгую жизнь, всего 42 года, много болел, много страдал, испытывал нужду, лишение. Вот. Но православная вера его подкрепляла. Он и церковную иконопись изучал, расписывал храмы, много потрудился, земляков своих никогда не оставлял, как бы сам не нуждался, тем не менее всегда старался кому-то помочь. А почему он это делал? А потому что он был христианином.
Он жил не для себя, он жил для тех людей, которые его окружали. Пресс-служба Владикавказской Аланской епархии.